Кабардзе. Центр социального обслуживания населения Якутска организовал сегодня День открытых дверей. Все желающие без предварительной записи могут получить консультации специалистов и ознакомиться с деятельностью центра. Подробности у Саргаланы Захаровой. Одним из наиболее уязвимых и незащищенных слоев населения являются одинокие пожилые люди. На учете в Центре социального обслуживания населения Якутска стоят более 700 граждан. Чтобы старость была в радость, сотрудники центра помогают пожилым людям. Приходят к ним домой, помогают справиться с бытовыми проблемами. Да и простая душевная беседа очень важна для пожилого человека. В комплексном центре работает более 18 отделений. Начиная с отделения социального обслуживания населения на дому, кончая всеми нашими ветеранскими организациями. Это, например, НКО, школа третьего возраста, социальный бизнес-инкубатор и союз социальных работников. В день открытых дверей специально для пожилых людей организовали консультации юристов, психологов, а также врачей узкого профиля. Кроме того, можно получить всю необходимую информацию о предоставляемых услугах центра из первых уст. Люди пожилого возраста обычно у нас одиночество. Вот именно проблема одиночества, проблема, что старость приближается, им стараемся помочь, чтобы они радовались и относились к жизни позитивно, что каждый день это подарок судьбы. Центр социального обслуживания работает по нескольким направлениям. Одно из самых популярных и востребованных – школа третьего возраста. Количество учеников этой школы с каждым годом растет. Несмотря на преклонный возраст, пожилые люди с удовольствием осваивают новые для себя навыки. Учатся шить, рисовать, работать на компьютере и многому другому. И я преподаю в школе третьего возраста Федора Попова, кружки кабашон. Начинающие переходят совсем не умеют, уже себе делают такие бижутерии. Сотрудники центра отмечают, что теперь школы третьего возраста открываются и в районах республики. Так, в скором времени подобную школу планируют открыть в Намском районе. Люди пожилого возраста со своими проблемами подходят, с ними много разговаривать, общаться надо. Но это, конечно, в городе удобно. Поэтому мы тоже намца хотим организовать такое. А завтра состоится концерт, посвященный Международному дню пожилых людей и организованный учениками школы третьего возраста. Возраст не помеха для того, чтобы открывать новое. Саргалана Захарова, Василий Соловьев, НВК Саха, Якутск.